Он проектировал города и сельские школы, жилые дома и театры. Сегодня свое 60-летие отмечает заслуженный архитектор Российской Федерации Иннокентий Николаев. О работе за Кульманом, новейших проектах и будущем якутского зодчества он рассказал нашему корреспонденту Афанасию Николаеву. Автокад для пацанов. Иннокентий Николаев уже больше 28 лет работает за этим Кульманом. Простым карандашом он вычерчивал Саха-театр, Кфен, бассейн Чолбон, Комдрагмет и сотни других проектов. Накануне своего юбилея только для нас Иннокентий Афанасьевич показал свое самое свежее творение – новый учебно-лабораторный корпус СВФУ. В нем разместятся 4000 студентов, спортивные залы, столовая и общежитие. Будут применены самые инновационные материалы и технологии строительства. Но главное, даже в самом модерновом проекте – сохранить национальный дух. А сегодня в городской среде, там, как и вот этих, скажем, каменных джунглях воплотить вот эту вот свою национальную какую-то колоритность, этно какую-то вот эти вот составляющую, то сегодня она, я считаю, что должна воплощаться в каких-то масштабных делах. Скажем, украшение входа, крыльца. Его творения уже давно стали визитной карточкой столицы, а здание нового терминала – главными воротами Якутска. Но с особой гордостью архитектор вспоминает время, когда он участвовал в проектировании целого города – угольной столицы республики Нерюнгри. Проектировал он буквально с листа строился, ну там типовое строительство возобладало, потому что это надо было быстро построить, быстро освоить деньги, каркасное строительство сборное, панельное строительство в жилье, ИИС-04, там сейсмика особо, как говорится, не выкрутишься. Это квадраты, усиленные конструкции, и приходилось вот в чем-то варьировать, входы какие-то там пытались, окна. Ну, это творчество в этом плане было. Планировки искали какие-то свои новшества. Причем, как оказалось, один из опытнейших архитекторов республики в профессию попал абсолютно случайно. Студент Хабаровского политеха Кеша Николаев в далеких 70-х однажды просто заблудился в коридорах учебного корпуса. Я искал этот зал и заблудился. И попал на этаж архитекторов. И увидел, там выставлены были работы. И просто-напросто, как говорится, решил перейти на этот факультет. Вот и все. Случай просто. Сейчас Иннокентий Николаев продолжает работать. Идей, планов тысячи, как и возможностей. Ведь только теперь строительные технологии мало-помалу догоняют полет мысли архитектора. Все объекты, которые построены, это, считайте, последние 20 лет по новой технологии, новыми материалами, которыми мы и не мечтали, которых даже. И сегодня новые инновационные материалы появятся. Я думаю, будущее архитектуры еще, как говорится, архитектурное лицо новое за будущим. На мой откровенно банальный вопрос о градостроительном будущем Якутии Иннокентий Афанасьевич ответил, что главное в погоне за архитектурной модой не терять свою идентичность и традиции народа. Скажу точно, пока за Кульманом архитектор Николаев, нам это не грозит. Афанасий Николаев, Алексей Семенов, НВК Саха, Якутск.